Салям алейкум, дорогие телезрители. Витаю вас в эфире программы «Крымский вопрос». Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник, который очень нечасто появляется на телеэкранах, к сожалению, пока, по крайней мере. Но вот у нас появился, это прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. Здравствуйте. Здравствуйте, салям алейкум, так как вы еще и азербайджанец, очень близкий к крымским татарам человек. И я так думаю, что Крым для вас был не чужим вопросом вообще. И вообще, почему вы оказались на этой должности? Ну, Крым ни для кого не чужой, учитывая, что я сам родился в Советском Союзе и частенько со своими родителями проводил время в Крыму, в Ялте, в Евпатории. Для меня это нечто воспоминания. А почему в Крыму? Потому что предложил генеральный прокурор. Я согласился. Для меня это что-то нечто интересное, новое, скажу даже патриотичное. И я за это дело взялся. Но это вообще такое несладкое место. Это же не, грубо говоря, не сидеть на земле где-то, да, как говорят вот у прокурорских, у милицейских работников. Это, по сути дела, прокуратура в изгнании. Да? Здесь нет ни территории, на которой вы можете производить действия и так далее. Было осознание того, что получится? И вот с каким настроением соглашались вы на эту должность? Не, ну я знал, что это сложная тема, которую мне надо будет в процессе всего, что я буду находиться на этой должности, решать. И проблемы, которые у нас возникают, они, естественно, имеют место быть, и мы их разрешаем. Вот. И надеемся, что справимся в поставленной задаче. Вы так четко отвечаете на вопросы, как, наверное, принято в прокуратуре, но все-таки у нас такой более живой разговор. Я хотел бы начать с первых. Все-таки вы достаточно долго просто входили в курс дела и не давали интервью практически никаких и так далее. И сейчас уже можно о чем-то говорить, о том, что сделано с вами с прихода. Это когда вы пришли на должность? 22 августа. Да. И уже достаточно время произошло. В суть дела, наверное, вникли. И вот какие первые ощущения, и что вы сделали, с чего вы начали свою работу на посту прокурора Крыма? Ну, на посту прокурора Крыма я начал с того, что мы начали реорганизацией заниматься, поскольку та прокуратура, которая была раньше, она меня и вообще никого не могла устраивать. Из-за этого мы включились в этот процесс, определили вектора нашей работы, основные, которые должны быть, служить, скажем так, это репрессии в отношении наших жителей на полуострове Крым по политическим, этническим, религиозным. Это самое такое основное. Естественно, и в отношении наших коллаборационистов, так называемых, которые начали сотрудничать с оккупационными силами. По этому поводу вот эти основные вектора, по которым мы в основном-то и работаем. Вот. Есть, конечно, сложности. Вы правильно заметили, что территории по большому счету нету, и мы выработали свою методику по расследованию данных уголовных дел. И надеюсь, что в ближайшее время мы в отношении определенных лиц отправим дела в суд, и их осудят. Хотя бы заочно? Ну, естественно, у нас заочное есть, и, как вам известно, в отношении 2 депутатов сейчас идет судебный процесс. Это Галичи и Ганыш. Я думаю, что в ближайшее время тоже будет приговор по этим 2 депутатам. Ну, он на финишной прямой уже? Я хотел спросить про это дело чуть позже, но раз вы уже заговорили. Я думаю, что да, уже процесс уже такой идет завершающим этапом. А что им меняется? Госизмена? Да. А вот чтобы было понятно людям, нас же смотрят не только хорошие люди, но и, скажем так, нехорошие люди. Что является главными признаками госизмены, чтобы они понимали вообще, что открутиться не удастся впоследствии? Ну, говоря об государственной измене, это, если говорить, опять же, простым языком, это сотрудничество с оккупационными силами. Поскольку часть территории Украины, в частности полуостров Крым, временно оккупирован, то должностные лица, в частности, депутаты Верховного Совета Крым и Севастополя, которые принимали решения о так называемом референдуме Конституции, по всем лицам, которые принимали участие, по ним всем зарегистрировано уголовное производство.
По 75 депутатам зарегистрировано, предъявлено уже подозрение. Ну и я думаю, что в начале следующего года, я думаю, что большинство этих дел уйдут в суд. Это что касается депутатов. Что касается силовых структур, которые перешли на сторону оккупационных сил и начали активно сотрудничать, то их действия, естественно, тоже квалифицируются как измена Родине. И я думаю, что в частности мы обращаем внимание в особенности в отношении тех лиц, которые активно, скажем так, в кавычках, выполняют свои функции, прислуживаясь оккупационным силам и начинают преследовать собственных граждан. И мы ближайшим часом, я думаю, что даже, может, в этом году по рядам должностным лиц, которые принимают активное участие в преследовании наших граждан, мы примем решение, и, я думаю, первые росточки, как говорится, будут уже видны в этом году. Гендус, была такая идея, мне кажется, еще до того, как вы, а может быть, после того, как вы пришли на эту должность, составить по аналогии списка Магнитского, который был убит, доведен до смерти в российской тюрьме, ну, допустим, список Умерова, Чуйгоза, или, ну, как список вот этих людей, о которых как раз вы сейчас говорили, чтобы международному сообществу представлять этих людей как прямых участников в незаконных репрессиях против политзаключенных. Ну, это наше приоритетное направление было, как я уже заметил. Дело в том, что мы сразу же первым же делом, когда начали приступать к этой работе, то мы в основном-то составили реестр этих людей, которые подвергаются к репрессиям. Это не только крымско-татарский народ, но и, в частности, и граждане других национальностей. И есть же и преследования и Украинской православной церкви. Есть, да. Да, мы по всем этим случаям составили реестр, он у нас есть, имеет место быть. Кроме того, есть же доклад, который был представлен в ООН. Мы тоже это анализировали, у нас есть параллель с этим ведется. Хотел бы от себя сказать, что, в частности, вот это все, что есть, проанализировано нами, дана правовая оценка по всем каждым этим фактам, где принимают участие наши бывшие соотечественники. Ну, их бывшими тоже тяжело назвать, поскольку Процессуально не нынешние Нет, да и не процессуально, поскольку согласно нашему закону об временно оккупированных территориях, это мы не признаем о том, что они меняют свое гражданство, поскольку в том порядке, в котором они ее поменяли для себя. То есть наши соотечественники, которые, опять же повторю, служат оккупационным силам и преследуют собственных же соотечественников. То есть к ним у нас особое отношение. И акцент я этот поставил с первых же дней прихода на эту должность. И я думаю, что мы завершим определенный этап, который мы там первоначально планировали для себя, и оно будет как бы видно, и мы представим это общественности. Просто поскольку нас, кроме, как вы выразились, доброжелателей, еще много других людей слушать, я бы не хотел бы озвучивать там... Нет, в детали вдаваться не будем какие-то. Из-за этого вот такая ситуация. Но вы довольно широко замахнулись. Это только депутатов 75 уголовных дел, так? Это начало. Это начало, их будет больше. Просто мы не можем привлекать тех лиц, которые на тот момент отсутствовали в сессионном зале по определенным причинам. Либо некоторые к тому времени вообще не находились на территории полуострова Крым. То есть надо выяснять по каждому. То есть мы хотим, да, в каждой ситуации объективно рассматривать. И это человеческая судьба, это жизнь. И поверьте мне, жить с такой обузой, как предатель, не тяжело. А вы как думаете, им страшно? Вот так по-человечески? Ну, мне в душу влезть каждого этого человека как бы тяжело, но я думаю, что есть такое понятие, как совесть, я думаю. Если им с этой совестью легко жить... Вы какой-то прокурор-романтик, Гендус. Откуда у людей, которые предали Родину, и совесть? Да. Пусть они живут с этим. Но то, что они будут ограничены в передвижениях и ограничены будут в своих действиях, это я им гарантирую.
А можно ли добиться того, чтобы эти уголовные преследования отразились не только на, ну, как бы не только внутри Украины действовали, да, но распространились на страны Европейского Союза, которые поддерживают Украину, на страны, которые санкции вводят? Вот как, каким образом это транслируется вовне? Вот человек, допустим, осужден или подозревается в совершении преступлений различных, да, в том числе и тяжких, и в том числе и против личности, вот преследований по национальным признакам, по религиозному, ну и фабрикацию уголовных дел и так далее. Это реально довести до международного правосудия, до других стран? Не, это безусловно. Кроме того, я вам хочу сказать, что по ряду лиц, людей, которые совершили преступления, то мы направили в международный розыск. То есть они находятся в международном розыске. Уже. Есть такая категория людей, да, которых мы объявили в международный розыск. То есть вполне может быть вероятно, что некоторые из наших благодарных телезрителей, которые думают, что море по колено и, в общем-то, им ничего не грозит, Естественно. вдруг где-нибудь в какой-нибудь стране, на тихом, хорошем пляже или в каком-нибудь прекрасном аэропорту вдруг видят перед собой полицейских. Ну, я же вам уже сказал и повторюсь, то, что есть у нас уже такой опыт, мы уже в отношении определенных лиц уже направили ходатайство о правовой помощи, в частности, до объявления международного розыска. Мы очень тесно сотрудничаем с Интерполом. Я думаю, что и в дальнейшем тоже нам это удастся делать. Но там же, насколько я знаю, с Интерполом проблема такая, что они некоторые дела отклоняют как политические, то есть им нужны не политические дела для того, чтобы Интерпол... Ну, здесь я не совсем согласен с мнением Интерпола, потому что не всегда является политическим понятием. Когда у нас есть политические преследования в отношении лиц, то в этой ситуации, я думаю, я даже, можно так сказать, уверен в том, что они пересматривают свое мнение. И есть практика, где они действительно пересмотрели это свое мнение. То есть нужно вам, ну, украинскому государству, вам представить такие документы Интерполу, да, которые будут говорить о том, что речь не идет ни о какой политической подоплеке, а речь о конкретных преступлениях, сфабрикованных уголовных делах, там, с участием во всяких преступлениях. Совершенно верно. Скажите, вот пропадают люди в Крыму. Пропало 15 человек бесследно, из них 11 крымских татар. Последнее дело, вот последняя пропажа громкая, это был Равин Ибрагимов, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Вот по какой статье будут или ведутся эти дела, и каким образом можно будет установить круг подозреваемых хотя бы или ответственных за это, да, когда ничего не известно, понятно, что там никаких не ведется действий? Ну, я вам могу сказать, что по всем лицам, которым вы сказали, прокуратура Автономной Республики Крым, зарегистрированы криминальные уголовные производства, и по ним ведутся следствия, причем активно. Ну, естественно, я не скрою, у вас есть сложности в сборе, скажем так, доказательств, поскольку мы... Но не в Крыму вы находитесь. Да, неоднократно об этом мы с вами говорили. Но мы проводим следственные мероприятия. Надеюсь, что к чему-то мы придем. То есть говорить о каких-то, скажем так, радоваться либо хвастаться о каких-то успехах в этой части я бы не спешил. Нет, хвастовства у нас в нашей политике и в общественной жизни более достаточно, да, поэтому хотелось бы чего-то реального. Да. А вопрос вот конкретики касающийся совершенно, действительно огромное количество уголовных дел, а потенциально это 1000 уголовных дел. А сколько у вас людей работает в прокуратуре? У нас на сегодняшний день работает уже 55 человек. Это больше, чем было? Это в 2 раза больше. Когда я пришел, 25 сотрудников было оперативных. Мы путем реорганизации увеличили штат сотрудников. И нам удалось, и генеральный прокурор поддерживал нас все в целом, поскольку он к этому более обращает внимание. И мы создали дополнительные подразделения, поскольку у нас активно начала работать и служба безопасности Украины, которая дислоцируется в городе Херсоне. Вот. В связи с этим мы создали отдел соответствующий, в котором мы проводим процессуальное керівництво по тем делам, которые находятся в производстве службы безопасности Украины. То есть вы как-то в связке работаете? Совершенно верно. И сейчас это нормальная связка, нет разногласий никаких? Нет, у нас никаких разногласий между СБУ и полицией Крыма нет. А полиция Крыма где сейчас базируется? В Одессе.
Но вот когда вы только пришли, уже говорилось уже до даже этого момента о том, что это очень странно, когда ведомство, занимающееся Крымом, ну, в разных министерствах, да, Генпрокуратура в Киеве находится, прокуратура в Киеве Крыма находится, СБУ в Херсоне, милиция вообще, полиция находится теперь уже в Одессе, да. Какие-то меры предпринимают, чтобы это в единый кулак какой-то даже вот, ну, географически сбить? Ну, знаете, там разное мнение есть. И некоторые, в том числе даже политики, думают о том, что прокуратура, в частности, должна находиться в Херсоне. Некоторые считают, что прокуратура должна находиться в Киеве. По объему работы, как вот за 3 месяца, что я работаю, я убедился в том, что, естественно, работы в Киеве намного больше, чем в Херсоне. Это было заметно, это было видно, и кроме того, что у нас есть, скажем так, одно подразделение, которое дислоцируется в Херсоне и взаимодействует со всеми органами, которые временно находятся теперь в Херсоне, передислоцировались с Крыма, то основная нагрузка у нас попадает на Киев. Почему милиция, полиция Автономной Республики Крым дислоцируется в Одессе? Это было принято решение до моего прихода. Я соответствующее письмо написал Юрию Витальевичу Луценко, чтобы передислоцировали нашу национальную полицию либо в Херсон, либо в Киев. По этому поводу, как мне известно, Юрий Витальевич написал письмо господину Авакову, и о результатах пока что я не знаю. Ну, надеюсь, в ближайшее время мы будем знать, какое принято решение по этому поводу. Идеологически ваше направление таково, что нужно все это собрать вместе и, конечно, иметь представительство в Херсоне. Не, ну мы на сегодняшний день очень сгруппировали, слава богу, и ведем тесную работу, и команда, которая сплотилась в службе безопасности Украины, сейчас новый начальник в национальной полиции, наверное, рассчитываем на то, что он тоже большой вклад вложит в то, чтобы принять участие во всех этих наших начинаниях. Я думаю, что мы проведем определенную работу, которую мы себя запланировали. А вот смотрите, вот даже Херсон находится все-таки довольно далеко от Крыма, да? Там на границе с Крымом нельзя ли какую-то группу в Генически, например, иметь, которая допрашивала людей, которые могли бы выезжать, ну, негласно из Крыма и давать показания вот по тем делам, о которых вы говорили? Это же тоже важно. Ну, я вам сказал, что мы специфическая прокуратура с определенными нестандартными методами ведения дел. То есть у нас есть опыт и допросов людей и в на границе, в Херсонской области. И любое определенно удобное для того, чтобы следствие проходило, мы на любые комфортные для участников процесса идем. То есть, если нужно будет, и вы туда поедете, и ваши подчиненные поедут и все сделают. Тем более мы дислоцированы в Херсоне, нам туда поехать не так уж и сложно. А как это называется у вас там? Просто прокуратура Автономной Республики Крым, которая часть определенной подразделения дислоцируется в Херсоне. То есть туда может человек из Крыма позвонить, приехать? Там мало того проходят и приемы граждан, и обращения, и есть уже первые регистрации криминальных, уголовных производств. Так что... Еще, кроме дел политических, связанных, вернее, не политических, а уголовных дел, связанных с преследованием политзаключенных, есть же дела экономические. Ведь, по сути дела, Крым украден по всем признакам преступления. Там распоряжаются предприятиями украинскими, частные компании, извините за выражение, отжимают и так далее, и так далее. Вот такие уголовные дела будут вами возбуждаться и вестись? Ну, у нас есть уголовные производства в отношении, по факту захвата админзданий, находящихся на территории Автономной Республики Крым. По этому поводу мы тоже проводим расследование. В частности, у нас уголовное дело зарегистрировано было, правда, до моего прихода, связано с переходом федеральная собственность лагеря «Артек». По этому поводу тоже дана была моими коллегами правовая оценка и ведется следствие по этому делу. Кроме всего этого, вот мы недавно буквально зарегистрировали уголовное производство и предъявили подозрение в
судье по факту Черноморнафтогаза о попытке обанкротить данное предприятие. Это тоже крымское предприятие, Да. у которого находятся в активах так называемые вышки Бойко. Вот. И мы думаем, что в ближайшее время, в частности, если речь идет о последнем уголовном деле, в суде, думаю, что в этом году мы даже направим это дело в суд. То есть такие дела по собственности тоже будут? Тоже есть и будут. Ведь это, вот, по сути дела, это, на мой взгляд, я не знаю, вам видней, как человеку-правоведу, это перспективные дела на в международном смысле, потому что это вот прямая кража, присвоение чужого имущества. Да, ну, знаете, вы говорите для международного уровня. Дело в том, что всю работу, которую мы ведем, она на несколько, так скажем, так, этапов разделена. Первый этап – это мы это делаем для настоящего, а второй этап – это для будущего. Вообще и в настоящее будущее здесь и за границей. То есть у вас столько направлений, что... Совершенно много направлений, и она этим самым и интересна. Вот. И кроме того, мы делаем благое дело и правильное дело. И самое главное, что правда за нами. И мы, я думаю, что надеюсь, что доживем до того времени, когда будем с вами общаться уже в Симферополе по этому поводу. Ну или Бахчисарае. Либо Бахчисарая. А что по поводу одного заявления, которое сделала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, когда она попросила СБУ расследовать, кто из чиновников и депутатов украинского государства тайно посещает Крым. Ведь такие факты есть. И, видимо, она об этом знает. И известно ли вам что-либо о таких визитах? И если будет известно, и как вы будете выяснять? Если будет известно, что какие меры могут быть предприняты к этим людям? У нас есть порядок пересечения административной границы. Я ее не называю государственной, поскольку она административная граница. И этот порядок, он настолько простой, есть ли смысл некоторым гражданам тайно переходить эту границу? Нет, но если летают через Минск и Москву, и там, видимо, собственность какая-то есть. Нет, если нарушается порядок пересечения данной границы, то данные лица могут подвергнуться к административной ответственности. А вот гражданин Украины, который, вылетая в Российскую Федерацию, затем въезжает в Крым через территорию Российской Федерации, он преступник или правонарушитель или кто? Ну, он совершает поступок, которому можно дать оценку, смотря, скажем так, как квалифицировать его действия. Либо по административным правонарушениям, либо по уголовному. Но пока таких дел у вас нет? Нет, у нас очень достаточно таких уголовных производств. По поводу незаконное пересечение государственной границы. Административной границы. Слушайте, а кроме украинских чиновников и депутатов, тайно посещающих Крым, есть же еще российские граждане, которые ездят туда с концертами, делают бизнес и так далее. Вот, мне кажется, их так много. Мы тут видим и списки артистов, и тех, и других, и третьих. Это тоже ваша епархия, отслеживать эти вещи? Ну, здесь это наше общее дело, общая работа. Мы ее должны выполнять. Там части, что касается скажем так, незаконное пересечение административной границы. Это прерогатива погранслужбы Украины, которая составляет административные протоколы в отношениях лиц, которые несоблюдением статьи 10, по-моему. Нет, но это госграница, когда в Крым въезжают из России граждане России там, или других стран. Ну, а какая разница? Есть определенный порядок пересечения границы, который урегламентирован законом Украины. И если вы хотите попасть, даже пусть будет гражданин России, ему никто не мешает приехать в тот же Киев, из Киева приехать и пересечь законным путем эту границу и спать себе спокойно. Ну, а любой гражданин, который пересекает по-другому, он является кем вообще? Я же вам говорил, это человек, который незаконным путем пересекает административную границу, то он может подвергнуть либо к административной ответственности, либо к уголовной ответственности. В зависимости от того, какая тяжесть может быть. Если это тяжкие последствия его пребывания там, он там приехал, начал призывами заниматься, нанес интересам государства Украины какие-то определенные ущерб. Это уголовное дело? Это уголовное. А если он просто пересек границу, административную границу, незаконным путем, путем самолета там, из Москвы, либо еще откуда-то, то этот человек может подвергнуться к административной ответственности. Но это пересечение все-таки госграницы. Административной границы. Нет, если он из России в Крым прилетает. Он же минует... Он все равно нарушает порядок.
Да, То но есть госграницу нарушает. правильнее было бы пересечь границу сухопутным путем, поскольку у нас другого пересечения нету. Ну, о том, что они правильно, там неправильно, они, может быть, не думают, но они выставляют фото, дают интервью и так далее. И таких людей очень много. Вот недавно артисты очередные там поехали снимать кино и так далее. Хватит ли у вас сил, чтобы все это отслеживать, всех этих прекрасных людей, которые не считают Украину за государство? Ну, у нас сил хватит на всех, как говорится. И я думаю, что люди, которые добропорядочные, люди, которые соблюдают законы, они все-таки будут пересекать эту границу в установленном законном порядке, и от этого им будет жить спокойнее. После Крыма есть еще другие страны, которые они захотят посетить. Зачем им эти проблемы, либо головная боль? Ну, просто я говорю о том, что этих людей достаточно, и вроде бы как их нельзя вот напрямую сейчас, вы не можете их привлечь к ответственности, но, на мой взгляд, я не знаю, согласитесь ли вы с этим, что даже заведение административного или уголовного гласного дела с приданием отогласок против артистов, которые туда незаконно въезжают, политиков там, и так далее, это тоже ведь немаловажно. Сейчас ведь... Ну, по ним есть определенные санкции, которые Служба безопасности Украины подвергает. Это как бы не совсем чуть-чуть наша прерогатива. Ну, они въезд запрещают. Да, въезд. Да. Я думаю, что это тоже для них достаточно больная тема, поскольку они теряют свою аудиторию. Все-таки 45-миллионное население. Ну, давать оценку и их поведению как-то мне бы не хотелось. Еще я недавно слышал о том, что расследуется уголовное дело относительно депортации крымских татар. Да. 18-20 мая 1944 года. Вот что с этим делом? Оно как бы такое вроде историческое, а на самом деле это оно не расследовано до сих пор. Ну, это очень интересное дело. Это, я бы сказал, дело чести нашей. И я думаю, что, завершив это уголовное производство, мы совершим историческую справедливость. Поскольку дать оценку... До сих пор же никто не давал оценку данной депортации народа. Ну так, только на словах. Да, есть как бы... А вот именно путем правовой оценки оно еще не было. И из-за этого это вот мы активизировались и проводим ряд мероприятий для того, чтобы... Я думаю, что в первой декаде 2017 года мы это дело завершим. В первой декаде? Да. Уже так быстро? Да. Но наступает скоро уже Новый год на нас. Да. Какие планы на Новый год по развитию? Я понимаю, что это типа каковы ваши творческие планы. И немножко странно спрашивать об этом у прокурора, но я почему так спрашиваю, пытаюсь быть конкретным, потому что мы очень устали от слов. Вот на самом деле, да. Устали от деклараций, от всяких вот этих вещей. Хочется знать вот конкретные дела и конкретные какие-то прорывы такие, да, чтобы все знали, что есть такая прокуратура Крыма, которая вот конкретные дела кладет в папку, отправляет в суды и так далее. Можно ли что-то назвать такое, что ну, всерьез изменит отношение к прокуратуре и сделает ее вот, ну, как бы действующим фактором в украинской и международной правовой и политической жизни? Извините за выражение. Ну, прокуратура одна входит в систему всей прокуратуры Украины. И самое главное для нас вернуть доверие вообще целиком, не только прокуратуру Автономной Республики Крым, но и прокуратуру всецелом. Вернуть доверие людей к нам. То благое дело, которое мы делаем, оно должно, как говорится, ощутимо для каждого из нас. А в частности, связано с Крымом, это более такая острая проблема, которая перед нами есть. И я надеюсь, что мы приложим все силы для того, чтобы реализовать поставленные перед нами задачу и генеральным прокурором, и самим перед собой. Я думаю, что наши дела должны говорить сами о себе, чем какие-либо обещания. В общем, вы творческих планов не хотите разглашать, да, по конкретике. Собственно говоря, никаких творческих планов нету. Я бы хотел, чтобы, если говорить откровенно, чтобы у нас меньше таких дел было бы в целом. Но, увы, меньше не будет. Меньше никогда не будет, но самая главная мечта не только меня как гражданина Украины, но и всех, чтобы мы ближайшим часом вернули себе Крым. Это самое главное. Это понятно, но... Кстати, если уж у нас программа подходит к концу, я хотел бы задать прямо один очень конкретный вопрос. Вот буквально на днях стало известно, что
некой коллекторской фирме, которая вообще-то имеет офис в Москве, но имеет отделение здесь, в Киеве, были переданы списки переселенцев, вынужденных из Крыма, для того, чтобы здесь у них выбивать долги за непогашенные кредиты. А у них там имущество, многие не могут въехать и так далее, и так далее. Вот что делать таким людям, которые попадут вот под такую коллекторскую кампанию здесь? Ну, ответ здесь просто. Они должны обратиться к нам, либо в полицию, либо в СБУ по месту жительства. То мы будем реагировать на это. Но это абсолютно незаконно же. Ну, мы дадим оценку. Я бы не хотел бы раньше времени говорить о том. Я пока с ваших слов об этом. Но это большая, на самом деле, проблема. Да. Хорошо, тогда и по этим, и по любым другим делам, касающимся Крыма, я призываю наших зрителей обращаться в прокуратуру Автономной Республики Крым и конкретно и непосредственно к прокурору Крыма Гендузу Мамедову. Спасибо, Гендуз, за то, Спасибо что вам. пришли. Спасибо телезрителям. До встречи в следующей программе.